Добрый день, это новости на телеканале Якутия-24. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Развитие авиаотрасли. Укрупненный центр управления воздушным движением запустили в Якутске. Событие посетили глава республики и замруководителя Росавиации. Сводка оперштаба. Сколько заболевших коронавирусом по Якутии за минувшие сутки. В честь Большой Победы болельщик Сарданы Трофимовой из Ивановской области собрал портрет якутской легкоатлетки из кубиков Рубика. В Якутске открылся новый укрупненный центр управления полетами. Данный объект стал предпоследним центром из всего 15 подобных центров на территории страны. Построено не только новое здание, но и создана новая структура воздушного пространства. Она включает в себя оптимизацию сети воздушных трасс и ввод новой автоматизированной системы организации воздушного движения. Центр оснащен самыми современными автоматизированными системами управления воздушным движением, прежде всего в целях обеспечения безопасности. Технологии данной системы позволяют заблаговременно авиадиспетчерам прогнозировать конфликтные ситуации между воздушными судами в воздухе, позволяют совершить ряд мероприятий, связанных с оптимизацией воздушных трасс, возможностью внедрения спрямления маршрутов воздушных судов, которые в будущем позволят сократить полетное время из республики и в республику. Конечно же, благодаря решениям президента страны, правительства Российской Федерации, у нас в Якутске замечательный такой объект появился. Правительство республики тоже помогало строительству, и у нас до конца 2021 года еще также запланировано благоустройство близлежащих территорий, в том числе асфальтирование прилегающих улиц. Строительство данного объекта состоялось благодаря соглашению, подписанному между Республикой, Минтрансом России, Федеральным агентством воздушного транспорта страны и Госкорпорацией по организации воздушного движения. На сегодняшний день общая площадь зон ответственности диспетчерских пунктов филиала составляет более 4 миллионов квадратных километров, а общая протяженность воздушных трасс – 140 тысяч километров. Подробнее о том, как начался первый этап по переводу авиадиспетчеров из старого здания командно-диспетчерского пункта в новый укрупненный центр в сюжете Ульяны Шагиной. Авиадиспетчер Иван Кудин общается с корейским бортом. Командир воздушного судна, входя в зону ответственности диспетчера, приветствует его и докладывает свое местоположение. Иван в этой профессии уже 4-й год. Работа не просто напряженная, но и крайне ответственная. У дирижеров воздушного движения, как принято их называть, нет права на ошибку. Ведь от их умений, навыков и слаженной командной работы зависит жизни тысяч пассажиров, находящихся на борту. В течение смены мы должны внимательно следить за воздушной обстановкой, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры, телефоны. Рабочее место авиадиспетчера чем-то похоже на пульт управления космическим кораблем. Невидимые нити управления воздушными судами, прибывающими и отправляющимися в полет из столицы республики, ведут к диспетчерской вышке. Отсюда аэродром виден как на ладони. В сутки здесь обеспечивается безопасность прилетов и вылетов от 60 до 100 воздушных судов, с экипажем которых диспетчеры находятся на постоянной связи. Коллектив прошел персонал обучения на новой системе, автоматизированной системе ТОПАЗ. Полное обучение, готов к работе на новой системе, которая позволяет автоматизировать некоторые процессы ОВД и сокращает время на координацию между другими диспетчерскими смежными пунктами. Но никакой современный компьютер не заменит живого человека. Чтобы не терять навыки и быть в постоянном тонусе, диспетчеры поддерживают свою квалификацию в специальном тренажерном центре. Прямо за стеклом здесь сидит инструктор, который готовит диспетчерам к этим внештатным ситуациям. Это может быть и гололед, и отказ двигателя. Любая ситуация, к которой диспетчер должен быть готов на все 100%. В укрупненном центре сейчас проходит тестирование новой автоматизированной системы. Переход на новую систему – сложный технологический процесс, который производится в несколько этапов. Оборудование достаточно дорогостоящее.
потому что здесь реализованы дополнительные функции. Есть такие функции, которые еще нигде в Российской Федерации не были применены. Новая система позволит снизить эксплуатационные расходы, а также повысит пропускную способность воздушного пространства в зоне ответственности якутской аэронавигации. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Глава Якутии сегодня принял участие в работе 6-го дня онлайн-конвента «Бизнес без границ», посвященного роли глав регионов Дальнего Востока в реализации стратегически важных отраслей экономики в логике технологических прорывов. Айсан Николаев сказал, что если 10 лет назад в Якутии говорили об инновационном развитии региона, который позволит выйти якутским компаниям на международный рынок, то сейчас Якутия является лидером среди дальневосточных регионов страны по экспорту IT-услуг. По данным за первую половину этого года, регион смог увеличить объем выручки до показателей 2018 года. Сейчас, по подсчетам, Якутия обеспечивает уже 90% международного экспорта IT-услуг на всем Дальнем Востоке. К другим новостям. За минувшие сутки на территории Якутии зарегистрировали 214 случаев коронавирусной инфекции. Из них в столице приходится 110 случаев. По 11 человек заболели в Алданском и Нерюнгринском районах, 9 в Алекминском районе. В Горном и Мегино-Кангаласском улусах выявили по 8 заболевших коронавирусом, в Амгинском и Верхоянском районах по 7. Также в Вилюйском районе 6 случаев обнаружено. Во многих других районах от 1 до 5 заболевших ковидом за минувшие сутки. На настоящий момент главой Республики Саха-Якутия поставлена задача перед всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления обеспечить безопасную встречу Нового года. Поэтому на настоящий момент наши учреждения культуры в пределах своего репертуарного плана должны осуществлять деятельность, исходя из требований Роспотребнадзора. Часть учреждений культуры уже начинают постепенно работу, начинают принимать зрителей с обязательным использованием рециркуляторов, масок, соответственно, и с использованием всех остальных правил по социальному дистанцированию. Поэтому, планируя свои, прежде всего, в том числе и новогодние мероприятия, планируя любые свои мероприятия, связанные со встречами с кем-то, хотелось бы, чтобы обращали внимание на то, что существуют новые требования, которые в обязательном порядке направлены для того, чтобы сохранять ваше здоровье. Всего 37 литров антисептика, от отравления которым скончались 9 человек в республике, изъяли из магазинов столицы. Специалисты проверили 475 объектов торговли, в 6 из них была обнаружена эта опасная продукция производства ИП «Калинин». Ранее наш телеканал передавал, что 9 человек в Татинском районе отравились антисептиком, 8 из них скончались. По результатам химанализа выявлено содержание в средстве 69% метанола, что не соответствует требованиям безопасности. Позже еще один летальный случай отравления тем же средством произошел в Алданском районе. Порядок, условия и назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно изменили. В республике указ подписал глава Айсан Николаев. В документе учли изменения в постановлении правительства России в части подачи документов, подтверждающих наличие и размер доходов, если кто-то из супругов работает в органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службы безопасности, государственной охраны или внутренних дел. В случае подачи заявления на предоставление поддержки они самостоятельно подают документы о доходах в Управлении социальной защиты населения. Кроме этого, изменили состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода. Как получить справку о состоянии расчетов с бюджетом? После перечисления налоговые платежи из-за неверных реквизитов или по другим ошибкам плательщика могут быть перечислены не по назначению. И тогда возникает недоимка, и наоборот, излишне перечисленные суммы образуют переплату. Одним из инструментов, с помощью которого можно уточнить информацию, является справка о состоянии расчетов, форма КНД. Фактически, справка представляет собой баланс расчетов с налоговой и включает в себя сведения о налогоплательщике и таблицу с перечнем налогов и иных платежей. Проще и быстрее можно получить эту справку, направив запрос с личного кабинета налогоплательщика.
Болельщик Сардана Трофимова из Ивановской области Андрей Маслов собрал портрет якутской легкоатлетки из почти 400 кубиков Рубика. Очень надеюсь увидеть ее на Олимпиаде в Японии следующим летом. Сардана молодец и большой привет Якутии из Ивановской области, написал он на своей странице в Инстаграме. Андрей Маслов известен тем, что создает мозаики из кубиков Рубика. В его галерее более 40 произведений искусства. Это портреты, известные картины и инсталляции. 27. Да, это будет лучший результат сезона в стране. Ура! Это просто нечто. Это очень хороший результат. Сардана не просто выполнила ее тренера на свете. Обнимайся, да, главное, не забудь выключить, да. В Таллине стартовал фестиваль гигантских китайских фонарей, где жители эстонской столицы могут полюбоваться на световые инсталляции и создать себе предновогоднее настроение. Более 30 световых фигур из нескольких миллионов лампочек и тысяч метров шелка представлены на площадке фестиваля. Среди них можно узнать героев сказок и кинофильмов, а также знаменитый Тадж-Махал и символ китайского Нового года чудовище Ньян. Для гостей, кроме самих скульптур, организованы аттракционы, интерактивные зоны, театр под открытым небом, рождественская ярмарка, а также шатер Шапито, где располагается резиденция Санта-Клауса. Таковы новости к этому часу. Редакторы и корреспонденты Якутии 24 следят за развитием событий. Будьте с нами, берегите здоровье, носите маски.